Мы исполняем разные роли, становимся режиссерами, сценаристами, отдыхаем меж дублей на раскладном стуле, попивая кофе, а потом снова носимся с хлопушкой, сверяем, все ли идет по плану. Раз обещал, придется рассказывать. Учился я в 2016 году на втором курсе. Был твоим ровесником. Лето, залитая солнцем Москва. Учиться было, прямо скажем, лень. И как назло, сессия. Последним экзаменом нас пугали все старшекурсники, обещая кару небесную в его лице. Самым сложным вопросом в списке было новаторство Леонида Львовича Гайдая в кинематографе. И я так переживал и так заучился, что любая ситуация в моей жизни казалась мне взятой прямиком из его фильма. На французской стороне, на чужой планете предстоит учиться мне в университете. Чего раскрою я, сказать словами, пластовитые друзья, тонкими слезами, прощание вдохнем. Мы друг другу не покинем живем, будем науки в строю. Чужое слово через миг начали, сердце бедное свело, скорбью и печалью.
So let me teach you. Вдоль маленьких домиков белых акация душно цветет. Хорошая девочка Лида на улице Южной живет. В оконном стекле отражаясь, по миру идет не спеша. Хорошая девочка Лида. А чем же она хороша? Спросите об этом мальчишку, что в доме напротив живет. Он с именем этим ложится и с именем этим встает. Недаром на каменных плитах, где милый ботинок ступал, хорошая девочка Лида, в отчаянии он написал. Не может людей не растрогать мальчишки упрямого пыла. Так Пушкин влюблялся, должно быть. Так Гейне, наверное, любил. Ни за что не поверю, что не находилось таких лентяев, которые ловили бы халяву и полагались исключительно на свою удачу. Были. Девушка у нас в потоке училась. Красивая, невозможно. Науками, конечно, не интересовалась. Мы так ее и прозвали Эллочка-людоедка. Поговаривали, что ее лексический запас также ограничивается 30 словами. Но каким-то невероятным образом ей удавалось все сдавать. Хотя девушка вообще не заботилась ни о чем и не училась. Остаются незамеченными добродетели мои, начиная всесторонне одаренная, до конца неоцененная. Если вы не остаетесь там, я могла бы поднимать полки в атаку. Если вы не остаетесь
Еще помню наших авантюристов. Кису Воробьянинова и Остапа Бендера. Мы их так прозвали аккурат после этого последнего экзамена. Им кто-то из старших курсов наплел про то, что в стульях в одной из аудиторий спрятаны шпаргалки, которые написал сам профессор. И те, кто найдет эти листочки, получат автоматом высший балл. Они и пошли искать. Ladies and gentlemen, the evolution from it's what I come down. When I see the girls, they make me come down. When I get a taste, it makes me come down. And when they're ready, it's what I come down. I wanna fix it from the midnight down. It's Puerto Rico, from Colombia. It's lunch and dinner. All the time, you're taking out. You are the Espanol. Oh, I want everything. Ooh, everything I can. Everything that's what I come down. When I see the girls, they make me come down. When I get a taste, it makes me come down. А они нашли хоть шпаргалки? Или все это выдумка? Нет, не нашли. Но в плюсе остались. Профессор как-то узнал, что эти двое обшарили все стулья в самой большой аудитории. И так его рассмешила эта ситуация, что он им
А маму у нее не Анной зовут? Потому что и на моем веку такая же красавица была. От нее, наверное, слышали абсолютно все парни курса на экзамене томное. Помоги мне. И ведь помогали, покупались. Слава любви, вы говорили мне, в городе каменном, а фонари глазами желтыми нас вели сквозь туман. Любить я раньше не умела так, огненно, пламенно. В душе моей неосторожно вы разбудили духа. Помоги мне, желтоглазую ночь позови. Видишь, гибнет, сердце гибнет, в огне дышащий лагерь любви. Там город пил коктейли прям. А я пил коктейли пьяные, пил и ждал новостей. Вы называли меня умницей, милою девочкой, но не смогли понять, что шутите вы с пуганой страстей. Помоги мне, желтоглазую ночь позови. Видишь, гибнет, сердце гибнет, в огне дышащей лаве любви.
Microphone. Check microphone. Check microphone. Check microphone. А выиграл-то на кого? Никого. Ей потом отец партию хорошую нашел, и все страсти забылись. Это отдельная история. Пока мы все тряслись, умирали от страха и ждали часа Х, наш профессор Иван Васильевич, как он сам рассказывал недавно, вообще об экзамене забыл. Потому и опоздал. А мы-то предполагали, что он днями
ночами нам вопросы придумывает посложнее. А его упадок культуры тревожил, телевидение провел себе, и все удивлялся передаче. Ой, не то. Не то. Ой, где же то бесовое? Ой, что творят вообще? Ой, что делают? Что делается вообще? О, его бы я на бочку с порохом посадил. Да по миру пустил, пущай полетает. Ой, позор. Позор. О, а вот мой душенький ладно.
Вот так и получается. Думаешь, что преподаватель тебе козни строит, все студенчество завалить пытается, накручиваешь себя попусту. И так во всем. Ищешь подвоха, сценарии в голове прокручиваешь самые невероятные. Да, на деле все всегда проще. Не как в кино. Mama, take this badge from me. I can't use it anymore. It's getting dark to sleep. Feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
А жаль, что все не так, как в кино. Нет, напротив. Пока абсолютно все желают сыграть какую-то роль, девушки томных и загадочных роковых красавиц, парни агентов 007 и супергероев, они забывают, что нет никаких рамок и сценариев, нет никаких клише, и они вольны быть собой. А это гораздо интереснее, чем пытаться казаться тем, кем ты не являешься. Стаи людей направляются к югу. Мы ведь тоже хотели на солнце взлететь прямо там, из нашей постели. Я держал твою руку, когда ты мне сказала, что это еще один крик на разлуку. И я кричу: остановите пленку. Это кино я уже смотрел. Режиссер заканчивает съемку, а он смеется, он не тихо летел. Еще один крик на разлуку. Последние тени, и уехала полная, холодные горы, и лишь на прощание стукнули сутки на фоне молчания. Обожал быть свободы, мы с тобою одной и той же породы, да, мы слишком похожи. Значит, выберу нас народы, совершенно случайный прохожий. Да, я кричу: остановите пленку. Это кино я уже смотрел. Режиссер заканчивает съемку, а он смеется, ловит тихо прицел. И я кричу: остановите пленку. Это кино я уже смотрел. Режиссер заканчивает съемку, а он смеется, ловит тихо прицел. Спасибо, дорогие друзья, за то, что вы пришли к нам сегодня на концерт. И нам выпала честь открывать студенческую весну в Башку в этом году. Мы хотим поблагодарить наш дорогой деканат. Без них мы бы не смогли сделать концерт таким красивым и красочным. Нашу администрацию Башгу, ректорат и начальник управления на работе Салар Фатму Парфенову, наш любимый правком, наш химфак, всех вас, пожалуйста, мы делаем это все для вас. Мы благодарим также нашу выпускницу Гульнару Шамсию, которая согласилась помочь нам в этом концерте и приготовили небольшой презент, но, к сожалению, она уже ушла. Спасибо всем огромное, мы